Дети – маленькие исследователи, постоянно изучающие и проверяющие на вкус окружающий мир. В этом процессе могут произойти как приятные открытия, так и опасные для жизни ребенка ситуации. Летом прошлого года кардинально изменилась жизнь трехлетнего Кирилла Чернова. Во время игры мальчик проглотил 2 магнита. В тот же вечер малыш начал жаловаться на боли в области живота. Как оказалось, магниты притянулись друг к другу, что привело к поражению желудочно-кишечного тракта. Поступил в нашу больницу, затем был переправлен в сочинскую хирургию. Там пришлось сделать, когда обнаружили эти магниты в желудке у ребенка, пришлось сделать лапароскопию, пришлось сделать гастротомию, то есть разрезать желудок и извлечь эти магниты. Состояние было удовлетворительно, но потом ребенок стал жаловаться на боли в желудке, на общее недомогание, на какие-то аллергические реакции со стороны кожи. Поражение желудочно-кишечного тракта не единственная проблема со здоровьем ребенка. На фоне основной болезни у мальчика развилась аллергия с признаками стрептококковой инфекции. На кистях рук постоянно появляется сыпь. Установить причину аллергии до сих пор не удалось. У нас был сильный застой желчи, у него была рвота, не могли понять, пока не сделали биохимию. Дальше там увеличена печень, у нас увеличена селезенка, а потом у нас начались высыпания на руках. И вот эти высыпания на руках в Сочи раза 4 я выезжала с ним к разным кожникам, к разным дерматологам. Их назначения нам не помогают. Причину выявить не могут. У него до сих пор на теле высыпание, поражение идет кожных поверхностей. А в чем дело, причина, неизвестно. Несмотря на заболевание, Кирилл – ребенок непоседа. Он очень активный, но боли в животе не утихают. Для прохождения полной диагностики и лечения малыша нужно вывести в Москву в клинику Филатова, где его уже ждут. Предварительная стоимость обследования – 303 тысячи рублей. У родителей Кирилла нет возможности самостоятельно оплатить лечение. Отчаявшись, они обратились в культурно-благотворительный фонд «Ашана». В этой семье родился абсолютно здоровый ребенок. Но произошла беда. Такое может произойти с каждым. Я очень вас прошу. Я понимаю, мы все понимаем, что сейчас очень сложные времена и очень сложно просить кого-либо о помощи, тем более материальной. Но если у вас есть хоть какая-то возможность, не пройдите мимо. Не думайте, что 100 рублей, которые вы вложите в общее дело, не решают вопрос. На самом деле каждая копейка очень важна, когда в стране такое положение, когда в семье нет никакой возможности оказать помощь своему ребенку. Это самое страшное, что может произойти в любой семье. Частые боли в области живота – настоящее испытание для мальчика. Страшно представить, что может произойти, если не устранить последствия несчастного случая и не выявить причину аллергии, которая мучает ребенка. Объединив усилия, мы сможем собрать необходимую сумму и помочь маленькому Кириллу забыть о своих недугах. Самый легкий и доступный способ – это отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах пожертвований можно узнать на официальном сайте КБФ Ашана. Сария Кварацхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.